С первых дней своего существования, а это с конца 30-х, самая высокая и престижная академическая площадка страны. Собиравший правительственные концерты и важные государственные съезды зал номер 1 десятилетиями совмещал трибуну с подмостками, где творилось элитарное искусство. Театр оперы и балета, полуразрушенный, разграбленный в годы Великой Отечественной, после войны был восстановлен. Так будет выглядать наново обсталеванный театр оперы и балета. Историки свидетельствуют, тогда объект сдали не до конца. Спешили к очередному съезду, да и можно понять, технологии тех времен далеки от сегодняшнего совершенства. Это был обычный чердак, он ничем не эксплуатировался и никем не эксплуатировался. Взяться за тяжеловесные проблемы этого величественного исторического сооружения и превратить его в визитную карточку не только Минска, всей страны, взялись в 2006-м. Всего 3 года, и аварийное здание на Троицкой горе преобразилось до неузнаваемости. К собственному 70-летию и международному празднику женщин 8 марта 2009 года театр пригласил зрителей на первое знакомство с обновленными залами. Мы получили театр, равным которому по уровню технической оснащенности на тот момент не было в мире. Да и сейчас, по прошествии 6 лет, вряд ли найдешь. Сегодня на нашей сцене можно творить чудеса, что мы, собственно, и делаем. 55 метров в длину и 24 в ширину. В распоряжении наших артистов самая большая в Европе сцена. А это возможность показа всего мирового репертуара. Когда зарубежные коллеги годами откатывают один спектакль, в белорусском Большом в год более 10 новых спектаклей. Пазл отечественных подмостков разделен на 21 площадку, когда, к примеру, Большой России имеет их всего 6. К слову, секрет назначения сценических мини-участков в том, что они могут двигаться, поднимаясь на 4,5 и опускаться на 3,5 метра, а это полная свобода действий для постановочной фантазии. За основной сценой еще существует огромная ниша, которая называется арьер-сценой. В балете «Витовт» мы использовали это пространство, и сразу открылась огромная такая широкая площадка. Есть передний план, есть второй план, третий, четвертый план и в действии, и в оформлении. От этого спектакля только выигрывают. Когда выступают балетные, подвижная сцена наклоняется, давая зрителю возможность наилучшего просмотра танцующих ног. А еще площадка слегка пружинит, помогая самим артистам танцевать виртуознее и мягче. Всем техническим хозяйством танцовщиков заведует специальная балетная фура размером 16 на 15 метров. Каждый раз к выступлению она выезжает из 20-метрового трюма, где и хранится, уступая место оперным спектаклям. У оперы своя фура с вращающимся кругом и кольцом, которые могут двигаться как вместе, так и порознь. Своя фура есть и у оркестрантов. Площадка музыкантов может менять свои позиции по высоте. Сцена, во-первых, оснащена потрясающей техникой, которая может ездить, крутиться и так далее, и так далее. Ну, все это мы знаем, и все дает возможность нам ставить спектакли, конечно, современные. 20 люков провала, 70 декорационных подъемов, более 500 световых приборов, обслуживающих сцену. Для них параллельно с музыкальной пишется своя световая партитура. Дирижеров немного. 11 сотрудников-техников, которые простым нажатием компьютерной кнопки оживляют огромные металлизированные фабрики над и под сценой. Причем все железо работает бесшумно. Конструкция сделана на современном уровне управления на базе электроники. В механизмах сцены использовано 312 электродвигателей и 38 гидроцилиндров с пропорциональным управлением. Творческий комфорт артистов не заканчивается сценой. Пошивочные и примерочные цеха, репетиционные залы для каждого подразделения. Особенно повезло танцовщикам. У них сразу 2 больших балетных помещения для подготовки спектаклей. К примеру, балет получил верхнюю репетиционную сцену. Это балетная площадка, которая абсолютно соответствует размерам сцены основной и дает нам возможность собирать спектакли накануне спектакля. Любой балетный спектакль, самый большой, в тех размерах, в тех параметрах, которые есть на сцене. Зрительские кресла, обитые бархатом, и интерьерный бренд большого ровесницы театра — гигантская в 2 тонны весом люстра.
Раз в год светильник размером 4,5 на 3,5 метра опускается. 3000 лампочек проходят чистку и замену. Пояс портера и вся лепнина в позолоте. Анализ же советского ремонта показал, кое-где лепнина была заменена деревом и банально покрашена под золото. На обрамление театра драгоценным материалом современниками ушло около 7,5 килограммов сусального золота. Вы видите, что пол гранитный, хотя все рисунки сохранены. И вот то, что есть, это называется флорентийская мозаика. Да? Набранный гранит напоминает рисунки, которые здесь когда-то были и были задуманы Лангбардом. Теперь о нем можно смело сказать: форма, соответствующая содержанию. Начиная с фасада и интерьера до, конечно же, творческого насыщения. Теперь сюда стремятся мировые звезды оперы, балета и инструментальной музыки. Это национальное достояние, народное достояние. Это деньги народа, поэтому только можно сказать спасибо большое и будем беречь, конечно, долго-долго. И у артистов, и у зрителя Большой театр рождает чувство эстетического удовольствия, ответственности за всю эту красоту и гордости за нее. Ведь мы сделали это вместе.